Главные события дня в эфире информационной программы «Хаберлер» в студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте! Сегодня в эфире. 165 лет исполнилось со дня рождения великого просветителя крымско-татарского народа Исмаила Гаспринского. Торжества проходят во всех районах полуострова. Президент России Владимир Путин побывал на острове Тузла и ознакомился с ходом работ по строительству Керченского моста. Очередная встреча лидеров движения Харыма муфтия мусульман Крыма с общественностью состоялась в Красноперекопске и Феодосии. Начало Нового года у тюркских и иранских народов Наврез отмечают сегодня в Крыму. Сегодня отмечается 165-летие со дня рождения выдающегося крымско-татарского просветителя, писателя и общественного деятеля Исмаила Гаспринского. По случаю годовщины у памятника Гаспринскому в Бахчисарае высадили 165 тюльпанов. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Гульнара Каримова. В акции приняли участие представители органов государственной власти Республики Крым и местного самоуправления Бахчисарая и Бахчисарайского района, деятели культуры, образования и науки. Организаторами мероприятия выступили мемориальный музей Исмаила Гаспринского Бахчисарайского музея-заповедника и Крымско-татарская библиотека имени Исмаила Гаспринского. Имя Исмаила Гаспринского популярно во всем мире. Значимость таких мероприятий должны в первую очередь знать и понимать крымчане. Не только крымские татары, так как он представитель не только крымских татар. Он символ всех народов, и его очень любят и ценят. Гаспринский внес неоценимый вклад в общественно-политическую и культурную жизнь Крыма. Крымско-татарский писатель, просветитель, издатель и политик, получивший известность и признание среди всего мусульманского населения Российской империи, родился 21 марта 1851 года. В течение 5 лет он был городским головой Бахчисарая. Занимая высокий пост, стремился воплотить свои мировоззренческие принципы в повседневной жизни местной общины. Им были приняты решения о благоустройстве города, о машине улиц, о базарной площади и многие другие, о чем свидетельствуют архивные документы. После высадки тюльпанов у памятника Исмаилу Гаспринскому состоялся молебень на месте захоронения выдающегося просветителя в историческом комплексе «Салачек». Завершилась акция экскурсии по мемориальному музею Исмаила Гаспринского, где в прошлом году высаживали деревья в саду. В этой акции приняли участие не только известные люди и весь народ, местные жители Бахчисарая и все, кто живут в Крыму. Хаджи Мираля Абулаев не мог принять участие, но здесь его вся семья и команда муфтията. Таким образом, я так думаю, мы оставим след в истории. Такие акции нужно проводить, так как в нем принимают участие все. Гаспринский руководствовался высокими идеалами в сфере образования и просвещения, призывал крымских татар стремиться к сотрудничеству и совместному процветанию с Россией. К сожалению, прошлые политики хотели уничтожить имя Исмаила Гаспринского, чтобы о нем забыли. Но теперь их имена забыты, а Исмаил Бей в нашей памяти. Конечно же, такие люди всегда будут в наших сердцах. 22 марта в медиацентре Исмаила Гаспринского состоится презентация книги «Россия, Запад и мусульманский мир», которая объединила в себе несколько научных публикаций, написанных выдающимся крымско-татарским просветителем. Организаторы отметили, что, высадив цветы, мы не только отдаем дань уважению памяти Исмаила Гаспринского, но и делаем город красивее. О том, что потом не забывают выдающегося ученого и общественного деятеля, будут напоминать цветущие тюльпаны. Гульнара Каримова, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. В Симферополе также прошло торжественное возложение цветов к памятнику Исмаила Гаспринского, приуроченную к 165-летию со дня рождения просветителя. На церемонии побывал наш корреспондент Айша Шулакова. Присутствующие возложили цветы, почтили память великого сына крымско-татарского народа Исмаила Гаспринского. К памятнику просветителя пришли представители власти, крымско-татарской интеллигенции и общественные деятели. Как сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Руслан Бальбек, этот год считается годом Исмаила Гаспринского в России. Он был в авангарде российского мусульманства, считался признанным лидером крымских татар. Сегодняшнее мероприятие – это дань уважения его потомков со стороны крымско-татарского народа, крымско-татарской общественности. Сегодня присутствовали и интеллигенция, и представители власти, то есть самые широкие слои крымско-татарского общества, которые до сих пор понимают, что вклад в будущее и крымско-татарского народа, в частности, был заложен именно этим человеком. Как отметил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов, заветы Гаспринского актуальны и сегодня. Это высказывание по поводу Запада и Востока, пророчество о том, что будущее крымских татар должно быть связано с Россией. Как никогда его слова для нас важны, поскольку он предвидел всю эту ситуацию, что будущее крымских татар именно связано с Россией, что Запад никогда
не будет создавать комфортных условий для жизни крымских татар, поскольку это разная идеология, разная культура. Вот. Но и в то же время Гаспринский призывал к миру и дружбе между народами в Крыму. И для крымских татар это важно, потому что Крым – это земля крымских татар, Крым – это родина крымских татар. Возложение цветов к памятнику Исмаилу Гаспринскому стало традицией. У ее истоков стояли Крымско-татарская библиотека имени Гаспринского и организация крымско-татарских работников образования «Маарифчи». Мы начинали акцию «Исмаил Гаспринский. 21 век». Мы пришли, возложили цветы, преклонили свои головы перед великим просветителем нашего народа. Этим самым мы отдаем ему дань славы. Мы эту акцию начали 17 лет, ее уже проводим, и даст Всевышний, и в будущем будем проводить. Глава Совета старейшин крымско-татарского народа Намуз Дильшат Ильясов считает, что мы не должны забывать таких известных людей, как Исмаил Гаспринский, потому что он прославил наш народ на весь мир. Наша молодежь должна изучать то, что написал Исмаил Гаспринский, и следовать его пути. Великий крымско-татарский просветитель, писатель, педагог, переводчик и общественный деятель Исмаил Гаспринский своим лозунгом «Единство в мыслях, словах и деяниях» внес огромный вклад в единение культуры и рост политического сознания всех тюркских народов. Сегодня со стороны руководства Российской Федерации и правительства Республики Крым уделяется большое внимание изучению его жизни и деятельности. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». В выходные в республике продолжились праздники, посвященные возвращению Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Вторую годовщину подписания документа исторического значения Владимир Путин отмечал в нашем регионе. Глава государства лично инспектировал работы по строительству Керченского моста. На острове Тузла он провел рабочее совещание с руководителями республики и Севастополя. Президент указал на неудовлетворительное состояние трассы Керчь-Симферополь. Выяснилось, что ответственность за постройку четырехполосной дороги разделена между несколькими структурами крымской власти. Владимир Путин поручил возложить ответственность за весь проект, как и за расходование бюджетных средств на одного конкретного исполнителя, который будет отвечать за ход и за стоимость работ перед федеральным центром. Президент выразил надежду на то, что набранный темп при строительстве Керченского моста будет сохранен, и сообщил, что объект должен быть завершен через 2 года. Я поздравляю вас с масштабной большой стройки мостового перехода. Это действительно нужная, большая работа, которая будет завершена к концу 2018 года. И это будет еще одним символом нашего единства и с Крымом, и с Севастополем. Пресс-конференции прокурора республики Натальи Поклонской в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» также была приурочена ко второй годовщине возвращения Крыма в состав России. Встреча с руководителем республиканского надзорного ведомства была проведена в формате видеомоста Симферополь-Москва. Обсуждались итоги работы прокуратуры и самые резонансные дела. Прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые со времени вступления в должность появилась перед телекамерами в красном платье. Объяснила, что ее яркий наряд приурочен к годовщине возвращения Крыма в Россию. Это событие она назвала очень важным и долгожданным. Кроме того, знаменательная дата совпала с личным праздником Натальи Поклонской – ее днем рождения. Я, наверное, одна из самых счастливых крымчанок, потому что именно в мой день рождения, почему я сегодня нахожусь без формы, а в платье, поскольку праздник и выходной день республиканский, выходной для республиканских органов власти. Поэтому я позволила себе впервые вот так вот на пресс-конференцию выйти не по форме, а в красивом платье. Проблема энергетической блокады Крыма со стороны Украины тоже не осталась в стороне. По данным республиканской прокуратуры, из-за незаконных действий соратников Ленура Ислямова полуостров уже понес ущерб в размере не менее 2 миллиардов рублей. По словам прокурора Натальи Поклонской, организаторы блокады будут наказаны. По поводу преступления, которое было совершено в ночь с 21 на 22 ноября 2015 года, следственными органами принято процессуальное решение по материалам прокуратуры, направленным в следственное подразделение ФСБ России по Республике Крым в порядке статьи 37 УПК Российской Федерации, и возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Обвинение по данному уголовному делу уже предъявлено одному из организаторов, это Ислямов Ленур. Обсуждали также дальнейшую судьбу и деятельность организации «Меджлис», деятельность которой прокурор республики требует запретить, признав ее экстремистской.
Было заседание в Верховном суде Республики Крым по исковому заявлению моему в части признания Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией и запрета ее деятельности. Один вопрос задала уже по итогам заседания. Говорю, скажите, пожалуйста, вы можете назвать конкретные примеры, а что вы сделали для этих людей? Но ответ последовал такой. Мы пытались что-то там по образованию, по науке, но вы же понимаете, что мы сейчас делать ничего не можем. Но вопрос, а зачем тогда они нужны? Руководитель прокуратуры республики рассказала, что в Крыму создана межведомственная рабочая группа, которая будет выезжать с проверками на места компактного проживания репрессированных граждан. Первый рейд уже состоялся. Съемочная группа телеканала «Милет» побывала на встрече работников надзорного ведомства, жителями поселков Янга-Мале и Солнечная долина в Судакском районе. Оказалось, что крымские татары чаще всего обращаются к властям из-за трудностей при получении справок о реабилитации из Узбекистана. Цель межведомственной рабочей группы – посмотреть и проанализировать, обобщить, а также предпринять необходимые меры по результатам обобщения, направленные на то, чтобы указ президента был реализован в жизнь. Наталья Поклонская пообещала, что со стороны прокуратуры будут приняты все меры, чтобы обеспечить выполнение указа президента о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержки их возрождения и развития. Депортированные не могут получить справку о реабилитации, хотя уже более чем год-полтора назад сдали документы, перечень документов, которые необходимы было для получения этой справки. Следующий такой выезд работников прокуратуры готовится в Ялту. Он планируется на апрель. Алимия Кайбулаева, Виктор Еланцев, телеканал «Милет». Благотворительный концерт для детей, посвященный 165-летию со дня рождения Исмаила Гаспринского и празднику Наврец, прошел в Крымско-Татарском академическом музыкально-драматическом театре. На концерте побывала наш корреспондент Султания Ситакаева. Вниманию юных зрителей артисты представили детский спектакль «Волшебная лампа Аладдина». В зале был аншлаг. Ребята увлеченно наблюдали за постановкой знаменитой восточной сказки. Восторженно аплодировали. Накануне Навреза школьники подготовили рисунки, посвященные празднику. Их разместили на выставке в холле театра. Юным посетителям выставки вместе с родителями предложили участвовать в различных веселых конкурсах. Мне понравился Аладдин, потому что он добрый и отзывчивый. Мне понравился Султан. А мне Аладдин. Мне праздник нравится, очень хороший, красивый, все так хорошо сделали. Организаторами праздника для детей стали Духовное управление мусульман Крыма, Комитет крымско-татарских матерей и Ассоциация крымско-татарских предпринимателей при поддержке правительства. Мы рады сегодня, что у нас была такая возможность порадовать деток и быть все вместе. Вице-премьер Крыма Руслан Бальбек рассказал, что в Крыму за 23 года впервые проводят такое мероприятие. Данные мероприятия будут проходить на постоянной основе, и мы сдержим наше слово, так как обещали родителям и организаторам, по любой их инициативе будем поддерживать, тем более при такой вот организации, когда несколько общественных объединений под эгидой Духовного управления мусульман Крыма при поддержке правительства, то есть дает свои результаты, дает свои плоды. Организаторы отметили, что детям нужно прививать любовь к культурным ценностям нашего народа. Наши дети должны знать свою культуру и понимать, что для них устроен праздник, что они не забыты. Мы, Ассоциация крымско-татарских предпринимателей, естественно, не остались в стороне и в полной мере участвуем в этом мероприятии. Все юные зрители после просмотра спектакля получили сладкие подарки. Этот праздник объединяет. Благодаря этому празднику мы узнаем культуру и традиции наших народов, которые проживают в Крыму. Праздник организован очень хорошо. Молодцы, спасибо вам за такое наслаждение. Вот мы насладились просто и отдохнули. С детьми вообще отдыхали. Праздники, посвященные Исмаилу Гаспринскому и Наврезу, сегодня проходят во всех районах Крыма. Султания Ситакаева, Руслан Хохлов, телеканал «Милет». Острые проблемы нехватки жилья, получения справок о реабилитации, а также развития крымско-татарского языка и культуры обсуждались на встрече председателя общественного движения «Крым» Римзи Ильясова
Члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Скиндера Белялова, муфтия мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаева с крымскими татарами в Красноперекопске и Феодосии. Подробнее в сюжете. Встретиться с жителями регионов также приехали заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Якуб Зейтулаев, заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии по Республике Крым Энвер Умеров и заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Рустем Тагаров, а также другие представители власти. Все они были готовы честно и открыто ответить на любые вопросы, волнующие людей. Такие собрания обязательно нужно проводить. Мы узнаем о проблемах, волнующих крымских татар, после чего ищем методы решения этих проблем. Острой проблемой на сегодняшний день является состояние общежития в Красноперекопске. 70% из его обитателей – крымские татары. По их словам, бытовые условия там просто ужасные. Отсутствует отопление, из-за чего люди вынуждены обогреваться за счет электричества. Течет крыша, здание требует ремонта. Кроме того, оно перенаселено. В каждой комнате ютятся от 5 до 10 человек. Ремзи Ильясов отметил, что строительство 72-квартирного жилого дома для этих граждан запланировано на 2018 год. По-прежнему многих интересует, как можно получить справки о реабилитации по упрощенной процедуре, на что представители власти ответили, цитирую: «21 апреля 2016 года будут внесены изменения в указ президента Российской Федерации о упрощенном получении справок о реабилитации, после чего эти справки будут выписываться в Госкомнате». Конец цитаты. Не остался без внимания вопрос развития крымско-татарского языка и культуры. Есть такая проблема, где крымские татары живут в общежитии много лет, и никаких условий для этих людей, для человеческой жизни не создано. Это говорит вот о том, что в течение десятилетий, находясь в Украине, ничего для крымско-татарского народа и для депортированных граждан ничего не делалось. Местные жители и имам Феодосии обратились к муфтию мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаеву и сообщили об острой проблеме. В населенных пунктах района нет мечетей и мусульманских кладбищ. Жители Коктебеля, поселков Щебетовка и Береговой вынуждены хоронить умерших в Феодосии. Мечеть, находящуюся в городе на улице Тимирязевской, еще несколько лет назад власти передали под молельный дом адвентистов седьмого дня. Затем мы обращались в суды Крыма, в хозяйственный суд, апелляционные суды были, на которых мы где-то выигрывали, где-то проигрывали. В концовке здание осталось в собственности церкви. Сегодня мы хотим продолжить действия по возврату данной мечети, так как наши дедушки, наши предки закладывали это здание как мечеть. И мы хотим, иншаллах, чтобы в этой мечети также дальше продолжал звучать азан. Муфтий дал слово оказать всемирное содействие решению этих проблем. На сегодняшний день это серьезная проблема. Мы будем делать все для возвращения нашей мечети. Ремзи Ильясов отметил, что 16 апреля в Симферополе будет проведен съезд, где будут рассмотрены все волнующие крымских татар вопросы, а также будет составлен план на 2 года по их решению. Такие встречи с жителями городов и поселков будут проводиться во всех районах полуострова. София Шукурова, Сабрия Халиляева, Алишер Алимов, Асан Зевадинов, телеканал Миллет. Сегодня в Ливадийском дворце обсудили меры, которые нужно предпринимать для предотвращения угроз национальной безопасности. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании совместно с полномочным представителем президента в Крымском федеральном округе Олегом Белавинцевым и руководством республики обсудили дополнительные меры для поддержания общественного порядка на территории Крыма. На заседании в Ливадии присутствовал наш корреспондент Асан Абибулаев. В завтрашнем выпуске программы «Хаберлер» смотрите его репортаж с подробностями встречи по вопросам национальной безопасности. В Москве в научно-исследовательском институте имени Бурденга была успешно проведена операция Руслану Караеву. Обращение волонтеров с призывом помочь этому тяжело больному человеку, а также сюжет о нем были показаны в эфире нашего телеканала. Многие крымчане откликнулись и в кратчайшие сроки собрали необходимую для лечения сумму. Напомним, 45-летнему Руслану Караеву поставили диагноз опухоль головного мозга. Из-за болезни мужчина потерял зрение, требовалась сложная операция. Сегодня Руслана уже перевели из реанимации в обычную палату. По словам врачей, в ходе реабилитации зрение крымчанина восстановится. Наврез начала хозяйственного года и весны отпраздновали в Симферополе в микрорайоне Каменка. В местном культурно-досуговом центре состоялся праздничный концерт. Как его проводили, знает наш корреспондент Алимека Айбулаева.
Ежегодно 21 марта крымские татары отмечают праздник Наврез-Байрам. Он приходится на день весеннего равноденствия. Наврез-Байрам олицетворяет рождение Нового года, прибавление дня, пробуждение жизни и любовь к земле. В этот день в своих молитвах люди просят Аллаха о хорошем урожае, достатке и здоровье для всего живого на земле. Сегодня наши дети смеют себя порадовать нас своим творчеством. Очень радостно, что собрался полный зал. И поэтому всех жителей, не только Каменки, да, всего Крыма, поздравляю с этим замечательным праздником. Конечно же, мирного неба над головой, здоровья, процветания. И я так думаю, что у нас все хорошо и будет еще лучше. Воспитанники культурно-досугового центра микрорайона Каменка своими яркими выступлениями и работами, представленными на выставке, подарили праздничное настроение местным жителям. Для гостей выступили вокальные ансамбли «Бабиль», «Эльмас», хореографические ансамбли «Нефес» и «Арзу». Синхрон. Занимаюсь вокалом уже 2 года. И мы уже выступали в различных местах. Также в перспективе мы хотим поехать в другие страны, чтобы показать наше мастерство другим народам. Дочь Саде Джипаровой ходит в культурно-досуговый центр уже на протяжении 4 лет и танцует в ансамбле «Нефес». Женщина рассказывает, что сотрудники этого учреждения внесли большой вклад в развитие их детей. Я поздравляю всех с праздником Наврез. Пусть этот Новый год подарит всему народу много счастья и здоровья. Хочу поблагодарить всех сотрудников, директора этого центра. Они действительно делают многое для наших детей, учат народным танцам, песням и другим полезным вещам. Жители Каменки мечтают о том, чтобы в микрорайоне был построен новый большой культурно-досуговый центр, чтобы дети могли свободно заниматься своим любимым делом. Султания Такаева, Алимека Айбулаева, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». На сегодня это все новости. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго.